Здравствуйте, уважаемая школьная семья. Сегодня с вами опять очередной выпуск подкаста, уже 6-й вроде бы. 6-й. И сегодня у нас необычный гость. Сам Никита Артемов, получается, и швец, и жнец, и на игре дудец. На дуде игрец, наоборот, получается. Ну ладно, ничего страшного, простите мне эту ошибку. Сегодня наш второй ведущий — это Леонид Николаевич Кашков, учитель физики. А вот в гостях у нас, да, как уже сказали, Никита Артемов, учитель истории. Мы решили сделать такую стратегическую рокировку, если можно выразиться. Да, мне показалось, что маловато меня было в эфире, слишком мало, я говорил чуть больше часа, поэтому вот решил таким образом продолжить свое общение с вами, только теперь уже вроде интервьюера. Ну вот, кстати, я получил обратную связь, мне вживую сказали, что час? Как вы разговорили Леонида Кашкова на целый час? А другие сказали, очень интересно. И очень долго, делайте подольше. Потому что я думаю, что большинство людей все-таки подкасты делают, слушают на заднем фоне, да, когда занимаются каким-то другим делом, и чем дольше видео, тем лучше. Поэтому тоже комментируйте, как вам подлиннее, интересно, неинтересно. В принципе, по статистике у нас, я вот смотрю аналитику в YouTube творческой студии, где-то 15-20% досматривают всегда до конца. Это на самом-то деле очень хорошие цифры. Можно я все-таки первым задам вопрос, как раз в развитии того, что вы говорили, потому что я потом об этом думал. А какова цель подкаста? Вот что вы, как авторы, как ведущие, хотели этим публике рассказать, показать? Что вы перед собой ставили? Какие цели? На самом деле очень правильный вопрос. Мы об этом говорили в первом выпуске. Это отдельная тайна нашего подкаста. Мы будем, может быть, лет через 5 у нас будет айсберг подкаста, и мы будем делать различные теории, версии вообще. В общем, цель нашего подкаста – это познакомить учеников нашей школы, родителей нашей школы, учителей нашей школы друг с другом, посмотреть вообще, как выглядят наши учителя, чем они занимаются, чем занимается наша система поддержки, соцпедагоги, например, Анна Рерон уже была в гостях, школьные психологи. А также другой целью подкаста является для гостей нашей школы, для других учеников, которые вообще в принципе интересуются, хотят поступать в нашу школу или нет, то подкаст является таким вот визитной карточкой, где можно узнать вообще, какой у школы вообще средний вайб, такая средняя температура по больнице, по учителям. Интересно, неинтересно. Вот у нас есть школьный инстаграм, LastGU12, есть группа в Фейсбуке, а есть школьный подкаст, где в таком живом формате можно узнать о школьной жизни вообще, что происходит. И, в принципе, тоже также для выпускников, потому что я вот отправлял своим одноклассникам, и они такие прям, йоу, вообще супер, да, то, что на самом-то деле реально интересно, когда ты выпускаешься из школы, что вообще происходит дальше с учителями, которых ты уже перестаешь видеть на ежедневной основе. Когда у тебя не остается больше повода встречаться с людьми каждый день, ты задаешься вопросом, что у них происходит. И подкаст вот на это и нацелен. Тогда мы перейдем к первой теме, традиционной уже теме. Никита, как вы стали учителем? Это вот такой золотой стандарт нашего подкаста, без которого нельзя никакой выпуск снять. Почему я стал учителем? На самом-то деле, вот как я говорил в прошлом выпуске, очень сильно резонирую с Леонидом Николаевичем. Я на протяжении 8-9 класса очень сильно был помешан на проведении различных уроков. То есть, будь то это какая-нибудь презентация на уроках, например, Александра Алексеевича Потоцкого, или, например, у Тамары Сергеевны Приходько на уроках литературы и русского языка. Объяснение каких-то тем простыми словами мне давалось очень хорошо. Ребята всегда выслушивали мои какие-то объяснения математических формул и принципов, как все это работает. Также мне самому это приносило огромное удовольствие видеть, что я могу донести какое-то знание для человека и видеть, что это знание с ним проходит через какое-то время. То есть все прекрасно знали, что у меня очень хорошо с историей, и, например, какие-то вещи после урока истории подходили ко мне, переспрашивали или перед контрольной. И мне, конечно же, это очень сильно льстило, что люди знают, что вот за мной закреплен такой образ человека, который знает историю, которому можно довериться, с которым можно что-либо узнать. И я думаю, что отчасти каждый учитель любит внимание в свою сторону. Учителя очень такие эгоцентричные люди, им нравится быть в центре внимания, им нравится говорить, им нравится, чтобы их слушали. Но это, опять же, я перекладываю свой образ учителя, экстраполирую, да, на более большую выборку. И я попадаю под это собственное определение, мне это очень нравится, мне приносит это удовольствие. Вот как Леонид Николаевич в прошлом выпуске говорил о том, что видеть, как кто-то чуть ли не с открытым ртом что-то слушает, мне приносит это удовольствие, понимание, что я могу реально заинтересовать человека настолько глубоко. Даже, допустим, если мы опустим тот факт, что он после урока забудет на следующий день все, о чем мы говорили, потому что так работает память, но он уйдет с урока с приятным ощущением. То есть на самом-то деле, вот мы сейчас в университете обсуждаем, что такое учительская философия.
И для меня учительская философия заключается в том, что нужно оставить приятные впечатления от учебного процесса. Потому что, честно говоря, я не запомнил ничего с уроков истории с 5, 6, 7 классов. Вот вообще ничего. Я пришел в университет, и для меня это было абсолютно чистый лист. Но вот что у меня осталось после уроков истории, это понимание, что мне нравится история, и что она может быть интересной для более широкой аудитории. И поэтому для меня самое главное заинтересовать и не отбить этот интерес для людей в более взрослой жизни, обратно вернуться к истории. Потому что если посмотреть любую интересную лекцию историческую на Ютубе, то там можно увидеть такой типичный собирательный образ комментатора, который говорит: слушайте, никогда не думал, что история может быть такой интересной, пока не посмотрел вот эту лекцию. Вот в школе были цифры, даты и все остальное, вот это тупое заучивание, это никому не нравится, и это отбивало интерес. И вот моя вот учительская философия — это как раз-таки интерес к истории оставить, чтобы в более взрослой жизни человек вернулся к этому предмету, а не думал о нем, что это такой сухой предмет, без эмоций и всего остального. Да, очень развернутый ответ, да, чувствую созвучие своим мыслям когда-то во мне жившим. Следующий вопрос у меня к вам, да, Никита, по поводу, так сказать, сопоставления ожидания и реальности. Вы пришли в школу. Какой год вы работаете? Третий год. Ну, можно сказать, в любом случае, вы молодой учитель. Конечно, Еще учиться, думать. Вот каковы были ваши ожидания, когда вы еще приходили в школу, и на данный момент? Ожидания, реальность, в общем, сравните, можете какие-то поймать моменты. На самом-то деле, 12 лет обучения в нашей школе научили меня такому грамотному ощущению реальности. Я очень эмпатичный человек, я очень замечаю, как ведут себя другие люди, и понимаю, в принципе, эти модели поведения. И когда я шел учителем, у меня на самом-то деле были минимальные ожидания к тому, как будут меня воспринимать ученики. Я шел без педагогического образования, чисто копируя те методы, которые использовали другие учителя, преподавая мне. И поэтому я пришел с нулевыми ожиданиями, с пониманием, что будет тяжело, и это помогло мне на самом-то деле закрепиться в системе преподавания в нашей школе, потому что я думаю, вот сейчас вот ретроспективно анализируя, если бы я сначала бы отучился без опыта учителя на педагогическом, какие предметы у меня сейчас, и я бы имел искаженное представление об учениках, оторвался бы от реальности и пришел бы с какими-то ожиданиями, которые потом бы не подтвердились. Ну, самый обычный пример. Учитель подготавливает интересный урок, дома сидит, что-то вырезает, какие-то карточки, ламинирует их, приходит на урок и хочет искренне ребятам что-то рассказать. Ребята вообще не готовы на этот урок. Учитель огорчается, задает себе вопрос: зачем я все это делал? И вот я думаю, что вот в таких вот моментах культивируется постепенно выгорание. Кто-то не выдерживает недели, кто-то не выдерживает года. Но вот мне сказали, что один из моих учителей сказал мне, что вот 5 лет это такой вот водораздел, когда ты понимаешь, вот можешь ли ты дальше отработать на этой профессии. И поэтому ожидания у меня были нулевые, и это очень мне помогло спокойно к этому всему относиться, понимая, что дети — это дети, что нельзя их всему научить, что у них есть куча других предметов. Вот у меня нет такого, что мой предмет — это самый главный предмет. То есть я делаю это без фанатизма, вот как вы говорили о том, что есть люди, которым просто банально это неинтересно, это не важно, но все равно я воспринимаю это как за челлендж, их замотивировать и культивировать в них интерес к истории. Ну вот, а когда вы первый год пришли только работать, вам тяжело было? Знаешь, на самом-то деле, я думаю, что будет гораздо сложнее. Потому что все-таки я одновременно и учился на 2 курсе, и у меня была сразу же полная ставка. Я знаю, что некоторые коллеги приходят там с 8 уроками в неделю, с 15, то есть там с половинчатой ставкой. Мне сразу дали полную ставку, как я и хотел. У меня нормально совпало расписание в университете, то есть нагрузка у меня была равномерная. У меня было 2 класса, с которыми мне было очень тяжело выстроить нормальное поведение на уроке, но при этом всем у меня не было такого, что я, например, как некоторые другие учителя, вот из разговоров, то некоторые, например, приходят домой и ложатся сразу же спать, потому что вот эта вот эмоциональная батарейка полностью истощена. У меня такого не было, и вот то, что вот мысль, которую я постоянно делюсь, что мне хватает 15-20 минут, даже после сумасшедшего какого-то урока, там, где никто не слушается, где урок сорван, чтобы успокоиться, сказать там вдох-выдох, сказать, что это дети, зачем на них обижаться, зачем это брать на душу, и идти дальше по жизни. И получается, что жизнь, она циклична. Я вот как историк, я очень люблю вот эти циклы жизни. И это, получается, короткий жизненный цикл учителя, там, 1 день. Но я замечаю, что есть все-таки цикл недельный, месячный, там, триместровый, полугодовой, где все-таки вот это вот все негодование, оно не до конца отходит у меня, и оно немножко накапливается.
И вот мне пока что, мне идеально хватает летнего отпуска, чтобы полностью восстановиться к новому учебному году. Следующий вопрос у меня, он такой тоже довольно стандартный. Поскольку вы учитель истории, есть ли у вас некий период исторический или какой-нибудь исторический герой, который вызывает у вас интерес, в котором вы хотели бы, не знаю, или период, в котором вы хотели бы оказаться, почему это так, вот как это, такие мотивы? Ну вот я совершенно недавно, примерно год-полтора назад, понял, что мой любимый исторический период – это 19 век. Не потому, что конкретный человек, а потому что, в принципе, это вот этот рубеж технологического прогресса и привычной для нас технологичной жизни, где на самом-то деле огромное количество романтики. Ты можешь родиться в Великобритании, и ты можешь, например, поехать раскапывать динамитом пирамиды в Египте. Ты можешь ехать открывать, там, я не знаю, Южный полюс, до полюсов доехать. Ты можешь совершать различные экспедиции. У тебя уже есть знания предыдущих экспедиций, чтобы не умереть сразу же, да, не застрять во льдах. И получается, что с какой стороны не посмотри, 19 век мне нравится абсолютно во всем. Потому что это время, когда происходит быстрый технологический прогресс. Там индустриальная революция, очень много всякого интересного происходит. Вот я на самом-то деле, вот до глубины души, я такой романтик, который любит видеть вот этот весь прогресс. Мы возьмем там, не знаю, какого-нибудь Наполеона, да, наполеоновские войны. Мы увидим развитие идеи коммунизма, да, мы увидим развитие вот этого капиталистического строя. Мы увидим предпосылки начала Первой и потом Второй мировой войны. То есть 19 век, он во всем для меня интересен. Это и какая-нибудь колониальная политика. Это когда, например, вот есть такая община Оуэна, оуэнисты, это вот такие вот идеалисты, которые хотят построить утопию. То есть они утописты, и они могут поехать вот в Америку, которая там славится своей огромной свободой, купить кусок земли и строить там общину коммунистического строя на основе христианских ценностей. То есть это вот, я думаю, вот есть мистер Бист сегодня, а вот можно было бы ему отправиться в прошлое, и 19 век это для него вот такой вот бесконечный конструктор-пазл, где еще нету законов, которые на самом-то деле ограничивали бы его сумасшедшее воображение и фантазию. И там бы он смог бы разгуляться куда лучше. Типа, я не знаю, я взрываю пирамиды Хеопса динамитом. Я устроил Майнкрафт в реальной жизни, да, дав им там в деревне на 50 человек что-нибудь. То есть 19 век, он прекрасен для меня. Я когда говорю слово «прекрасен», я говорю именно по эмоциональной зарядке. Понятное дело, что там происходили военные конфликты, много трагедий, поэтому понятное дело, что мы должны с этим считаться, что когда я говорю «прекрасный», я не имею в виду, что он во всем прекрасный. Он во много чем ужасен. Я здесь немножко вклинюсь, не в ваш ответ, но и в развитии следующего вопроса по поводу взгляда такого романтического, что все только начиналось. Это некий ретроспективный взгляд, мне кажется, потому что все-таки в те времена люди тоже имели эти рамки, и просто общество было другое. Это для нас сейчас кажется, что такие великие процессы происходили, вот все было на заре, что ли, развития, на самом деле были свои ограничители, были свои, скажем так, моменты, которые мешали этому развитию. Это некое движение, которое мы уже с задним числом смотрим и говорим, о, как все было здорово, какая была прекрасная пора. Возможно, и в наше время, вернее, наше время будут рассматривать последующие поколения и говорить, что здесь сейчас, например, всеобщее развитие инфотехнологий, каких-то внедрений их, или там, не знаю, биотехнологии, которые позволяют людям, там, не знаю, внедрить какой-нибудь себе новый ген или его исправить, вылечить какие-нибудь болезни, которые косили миллионами людей, а сейчас мы можем даже не думать о том, что такое, в принципе, возможно. Ну, или, по крайней мере, пытаться с ними бороться. И здесь я хотел за это зацепиться и задать вам один вопрос, который меня интересует в контексте педагогической работы. Очень большой проблемой, или не проблемой, тут как вы подумаете, является засилие, что ли, искусственного интеллекта и тех паттернов поведения, которые ученики имеют уже в связи с учебными заданиями, вообще подходе к обработке информации. Да что скрывать, и у учителей то же самое. То есть, насколько, как вы думаете, вот это развитие искусственного интеллекта меняет, в принципе, систему образования, меняет подходы учителей, меняет детей, меняет, не знаю, их взгляды к необходимости понимания чего-то. Как вы ощущаете эту проблему? Или это не проблема для вас? Ну, сначала прокомментирую ваш комментарий, да, то есть я, конечно же, с вами согласен, и это, наверное, такая небольшая профдеформация, когда ты как учитель должен все немножко упрощать, чтобы сделать это более интересным. Опять же, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, конечно же, я с вами согласен,
но иногда стоит, вот как на уроках физики, да, немножко где-нибудь приврать, чтобы сделать это более понятным в моменте, и потом уже, ну, легче попросить прощения, чем спросить разрешения. Вот тут легче соврать, чем в моменте объяснять вот эти все нюансы ученикам, и потому что вот тогда ты можешь прослыть душнилой. Эти вот все нюансы, они разбираются в университете. Конечно же, я даю себе об этом всем отчет. А вот что касается искусственного интеллекта, на самом-то деле это очень интересно, потому что здесь есть такая ситуация, как у нас уже была такая тема с высоты своего собственного опыта и своих знаний. Потому что если учитель использует искусственный интеллект, то он может использовать свои знания для того, чтобы определить моменты, где ты можешь использовать искусственный интеллект. Ну, например, я не скрываю тот факт, что я его использую для создания презентаций. То есть у меня, например, создано 600 презентаций, которые сэкономили мне огромное количество человека-часов, но которые я заведомо делал, например, на основе текста учебника, а не какой-то случайной информации из интернета. То есть я могу пересмотреть эту презентацию, понять, что нужно доделать, что нужно переделать, что нужно добавить, что нужно убрать. Но ученик, когда просто забивает вопрос, допустим, там, в ChatGPT, в Gemini, в Grok, неважно в какую нейросеть, он, опять же, он полностью в руках и полностью доверяется этой нейросети. И вот это вот момент, который очень важный водораздел между учителями и учениками, то, что учитель все-таки компетентен давать оценку ответам нейросети, когда ученик полностью на нее доверяется. В своем опыте работы учителем я часто замечаю, что, конечно же, иногда скучно читать одни и те же написанные нейросетью ответы. Я такой... Иногда, проверяя какие-нибудь тетрадки семиклассников, я узнаю больше, чем я знал до начала урока, потому что ну, вот там вкидываются такие нюансы, такие факты, которые, ну, ты понимаешь, что ученик сам этого не мог сделать, и он, как ученик, он тоже сам не знает, что он должен написать, а что все-таки чересчур писать, там, годы жизни, какие-то нюансы, какие-нибудь там, не знаю, принципы диалектики, какие-то философские термины, да, то есть вот это его проблема. И как вы к этому относитесь? Вот в чем вопрос. То есть считаете ли вы, что это влияет на учебный процесс позитивно, негативно? Должен ли учитель как-то адаптироваться под это, понимая, что ученик может за 3 секунды получить информацию, которую он, возможно, сам не владеет? Потому что для меня, например, это огромный вызов. Все материалы, если говорить про материалы, или все мои подходы основаны на какой-то фактологии, которые, как я считаю, они так несколько уникальны, потому что я их подобрал, я там могу их выстроить в каком-то порядке. Изложить он не сможет, интересно, это моя работа. Но все равно у меня есть некий переработанный материал, а он им не нужен, получается. Это фактически смещает несколько фокус. Я должен как-то так использовать искусственный интеллект, вернее, дать возможность ученикам так его использовать, чтобы это было полезно, а не просто написал факт, рассчитал любую задачу, потому что это сделать можно. Вот я баланс не нашел. Может, у вас какое-то другое мнение, ощущение? Ну, вы знаете, вот в приложении к вашему вопросу я задал себе такой вопрос, сидя на лекции в университете. Как нужно сформулировать вопрос, чтобы чат GPT или другая нейросеть не помогла ему правильно на него ответить. И, наверное, вот в рамках моих предметов, моих гуманитарных предметов, у вас все-таки реальные предметы, можно сделать так, что очень легко обойти чат GPT, показав школьникам видео, а потом попросить по просмотренному материалу, который только они видели, не имеют ссылку на это видео, попросить написать собственное мнение или сочинение. Например, это раз. То есть мы не можем загрузить опыт учеников и их познания за это видео в чат GPT и сказать вот на этой основе. То есть либо им придется самим все переписывать, объяснять, про что видео, но тогда они уже учатся. То есть это такой момент, когда ты пишешь шпаргалку, ты частично учишь формулу, которую ты записываешь на эту шпаргалку. И это уже хотя бы какой-то учебный процесс. И вот второй момент, это что я вот все меньше и меньше акцептирую письменные работы, а склоняюсь к тому, чтобы ребята отвечали по памяти, либо же искали информацию в интернете и потом, перерабатывая ее своими словами, отвечали мне устно. Потому что тогда, даже если им ответ напишет чат GPT, в рамках школьной ступени вряд ли он совершит там крупные ошибки, за которые их можно там будет прям снизить оценку, но они хотя бы получат информацию, постараются ее запомнить и ответить ее по памяти. То есть я понял, что у меня нет больше интереса проводить контрольные или собирать ответы на вопросы в учебнике, где только письменные ответы, потому что я не хочу ходить по классу, проверять каждого ученика, забирать у него телефон. Я в этом не заинтересован. Вот пусть лучше они стимулируют в себе самостоятельность и
сами находят информацию из учебника, из интернета, как-то ее заучивают, а потом отвечают мне. И тогда вот момент вот этого списывания из нейросетей, он все-таки немножко уменьшается. Но вот как с вашим предметом все-таки, когда есть четкий фактический материал, определенная концепция, теория, формула, я думаю, я вот не могу ответить, потому что все-таки ко мне вот это понимание тоже пришло с опытом работы. Я буду душнилой, здесь уже прозвучало это слово. Я, тем не менее, немножко уточню. То есть, как учитель реагирует, я услышал. Как вы считаете, это позитивно все-таки, эти технологии, или это во благо или во вред? То есть, что мы их пытаемся обойти, все учителя, понятно. То есть, мы пытаемся какие-то позитивные стороны из этого или обойти, или взять хоть что-то позитивное, что может быть. Но в целом это же неостановимый, неизбежный процесс, это будет только развиваться. В целом, как вы считаете, это для школьной образовательной системы, это во благо или это вред? Ну, вот мне нравится сравнение с калькулятором. То, что нейросети — это отчасти калькулятора, то, что все думали, что когда появился калькулятор, что люди перестанут считать в уме. Отчасти, да, сейчас большинство людей, мне кажется, после окончания школы не считают в уме, они сразу заходят в калькулятор. У них это после окончания школы, например, этот навык уменьшается. Вот я, например, как школу закончил, я вообще перестал писать ручкой. То есть я, когда вернулся обратно на работу учителем, я прям вспоминал, что такое писать ручкой, потому что это абсолютно непривычно, когда у нас все можно напечатать на компьютере, все печатаешь в телефоне. И нейросети все-таки, мы еще учимся с ними жить отчасти, и нам нужно просто банально понимать, что в 9 классе мы разрешаем школьникам пользоваться калькулятором для того, чтобы сэкономить время и успеть решить более сложные задачи. И, возможно, через какое-то время мы найдем такие же адаптивные моменты, где мы будем разрешать нейросети, но для экономии времени. То есть вот мне нравится концепция нейросетей для экономии времени человека, чтобы он мог свои другие ресурсы направить на более важные для всего человечества вещи. Ну, то есть, например, я как учитель не должен тратить 30-60 минут на составление презентации, если презентацию такого же уровня за пару минут, за 1,5 минуты сделает другая нейросеть. То есть я вот это вот время могу потратить на самовосстановление, на отдых, на развитие теоретического материала, на изучение этого материала, на проверку каких-то других работ. И поэтому я думаю, что, во-первых, да, и университеты, и вообще, в принципе, Министерство образования, оно понимает, что вот это такой вот момент, который перевернул игру полностью. Это такая смена парадигмы, приход искусственного интеллекта, потому что раньше это там, я не знаю, Т9 на телефонах или автокорректор с угадыванием следующего слова, которое ты напечатаешь. А тут у нас с вами супер умный автокорректор и Т9 на стероидах, который печатает там чуть ли не целые книги. И банально, это хорошо, но с другой стороны у нас есть такой экологический аспект, что это требует огромного количества электроэнергии. Это требует огромного количества воды для охлаждения всех этих серверов. Вот даже сейчас обычный человек, который играет там в компьютерные игры, собирает компьютер, он заметил, что оперативная память подорожала за последние 3 месяца там в 3-4 раза, просто потому что эта оперативная память нужна для того, чтобы строить вот эти сервера для вычислительных мощностей, для вот этих крупных гигантов Microsoft, Google, OpenAI. И вот мы сейчас чувствуем кризис, не хватает, потому что выгоднее продать крупному бизнесу, чем продать частнику, там одну плашку на 16 гигабайт. Мы с одной стороны страдаем, потом вопрос о том, что на каких данных все это обучается. И уже сейчас я думаю, что те, кто на ежедневной основе пользуется чатом GPT и другими нейросетями, заметили, что он иногда начинает вставлять слова, так сказать, Sega Keles на смешанном языке. То есть у меня, например, одно слово может быть на русском, другое на эстонском и так далее, и так далее. Я думаю, это потому, что он учится на базе информации в интернете, на комментариях людей в интернете, где люди могут совмещать 2 языка. Часть предложения на русском, часть на английском. И вот получается, вот эти вводные данные вне контекста делают для него неправильный сдвиг. То есть он не понимает вот этого разграничения языков, думает, что это окей, и отвечает точно так же на смешанном языке, думая, что это какой-то один конкретный язык. Очень важно, чтобы законодательная база поспевала за прогрессом искусственного интеллекта. Чтобы, например, различные дипфейки, да, вот, например, 15-20 лет назад было бы трудно себе представить, чтобы человека посадили за то, что он, например, посмотрел какие-то фотографии другого человека без разрешения. Сейчас у нас есть случаи, когда за какие-то личные фотографии, без согласования распространения таких фотографий человека могут посадить в тюрьму или там арестовать, сильно оштрафовать. И очень важно, чтобы за искусственным интеллектом также поспевала законодательная база для его
грамотного ограничения. Я помню, года 2-3 назад такая фигня была, что слишком много дипфейков выставляли. Да, и сейчас, если не ошибаюсь, Тейлор Свифт очень много кого за них судит и выигрывает в суде. Огромные миллионные компенсации, потому что, так и должно быть. Конечно же, мы можем сказать, миллионерша, миллиардерша заработала еще 1 миллион, типа, наживается на каких-то школьниках, но на самом-то деле, у каждого человека должна быть, возможность защититься от этого. Да. И Тейлор Свифт — это такая позитивная селекция, селективный отбор, когда у нас мы видим, что человек, у которого есть ресурсы, он себя защитить может, а обычная, например, школьница или работяга не имеет ресурсов со всеми судиться за каждый вот такой вот нюанс, потому что у него нет времени, у него нет финансов, у него нет знакомств с адвокатами, которым попросить это все. Я чувствую, мы попали в какую-то болевую точку. Тут очень долго мы на эту тему беседуем. У меня есть еще один вопрос, он такой, возвращение к школе, что ли, или около школы. Вопрос такой, является ли учитель, в принципе, учителем за пределами школы? То есть, если мы говорим про социальные сети и то, что учитель выставляет про себя, сам выставляет, то есть не кто-то за него что-то делает, не ловит какие-то неудобные моменты или там монтирует что-то, а учитель сам про себя выставляет, из своей обычной бытовой жизни какие-то события. И эти события могут трактоваться не совсем, скажем, правильно или неудачно, или кто-то посчитает, что это неудачно. Вот в целом были ли в вашей практике какие-то такие события, что кто-то говорил, зачем вы там с тем-то, тем-то, то-то, то-то делаете нехорошее. И как вы, в принципе, к этому относитесь? Является учитель примером, в том числе за пределами школьного здания, за пределами своего рабочего процесса? Я на самом деле сторонник того, чтобы всем вне школы было все равно на то, что делает учитель в рамках какого-то закона и моральных общих таких среднестатистических моральных норм за пределами школы. То есть, очень часто приводится вот этот типичный пример. Ученица выкладывает фотографию в купальнике с отдыха, и начинается сразу, боже мой, это же учитель. На самом деле, я не люблю такое ханжество. Чему она может научить, если она сама? Да, конечно же. Я на самом деле вообще не сторонник такого ханжества. Я считаю, что это просто, какой-то архаизм старой советской какой-то закалки, где было такое какое-то пуританство, и сейчас я на самом-то деле за то, чтобы все просто отстали от учителей, от того, что они делают в личной жизни. То есть вы затрагивали тему о том, что можно купить в магазине, что нельзя, оглянуться, не оглянуться. Я на самом деле очень, получается по-английски self-aware, то есть я такой очень самоосознанный в этом всем. Я заранее закрыл все свои соцсети, почистил весь контент, который когда-либо был. Отношусь хорошо, но на всякий случай, да. Конечно, доверяю, но проверяю. Я понимаю, я знаю, каким я был учеником, как я, конечно же, хотелось все нарыть на учителей, и поэтому я знаю, как по себе собственному, как могут все остальные. То есть, представляете, буквально зашел во ВКонтакте впервые за несколько месяцев, и у меня, какой-то бот, то ли знакомство, то ли чего, вообще с древней доисторической эпохи, 16-17 года, вашу анкету пробивает аккаунт на протяжении 50 дней. Такое вот уведомление. И там просто... То есть я понимаю, что ученикам интересно, они все это делают, и все-таки с какой-то стороны правильно, что я это закрыл, потому что я все-таки хочу иметь какой-то свой этот safe space, свое безопасное место, где есть только тот круг, который я допускаю. Тот круг общения, который я допускаю, но при этом я не имею ничего против других коллег, которые имеют открытые аккаунты и делают то, что хотят, опять же, в рамках закона и какой-то общепринятой морали. Это не для всех, например, это не для меня. То есть я не хочу иметь открытый аккаунт и постить все. Я, в принципе, мало чего пощу, я больше живу офлайн, поэтому меня это особо не задевало никак, потому что на меня ничего не находили, не то чтобы можно много чего найти. Немного чего припоминали, то есть максимум, что нашли, это моих родственников на Фейсбуке. Опять же, то есть это абсолютно безобидно. Я отношусь к этому всему с юмором и с пониманием, что все-таки есть интерес к личности. Можно здесь еще в вашем ответе был интересный момент, что вы, в принципе, не за то, чтобы за пределами школы рассматривали человека, человек должен быть собой, а дальше уже работа есть работа. Если перекрутить это на сторону учителей и учеников, если ученики про себя что-то выставляют, или нам приходит информация, что за пределами школы, вне рабочее время, что-то ученик натворил, что-то сделал,
или мы видим на улице, что он что-то не то делает, и мы делаем ему замечания, только вот это корректно тогда, с нашей стороны, на ваше зрение. Ну, то есть, чтобы не было каких-то двойных стандартов, да? Ну да, получается, что мы себе даем право осуждать или каким-то образом реагировать на поведение учеников за пределами школы, и даже в какой-то степени необходимо это делать. То есть, если там нарушается какой-то закон, мы должны школьным уже системой поддержки и классным руководителям необходимо в этом разбираться и оповещать родителей, если это не сделано, и так далее. Ну, здесь как-то, да, вот попахивает. Ну, вот я на самом деле считаю, что здесь нет какого-то принципиального противоречия. Я вот получил комментарий от нашей системы поддержки о том, что ученики делают за пределами школы, это не дело школы и не дело учителей, и лучше в это не лезть, потому что иначе это может потом плохо сыграть самим учителям, который на все это обратил внимание, из разряда типа, а почему учитель, ну, откуда он это узнал, неужели он там специально следит за этим всем, а почему учитель следит за учениками, что они там все постят, почему ему не все равно. То есть, например, вот то, что меня очень сильно беспокоит, это то, что когда у нас с вами есть учителя, получается, женщины, они очень легко могут как бы со всеми общаться, да, а вот про учителей мужчин всегда могут пойти какие-то там, не знаю, комментарии, что неужели ему там нравятся его ученицы и все остальное. И я на самом деле всего этого очень сильно боюсь, мне все это очень не хочется, и поэтому я получил этот комментарий, я выдохнул, спокойно себе сказал, что типа это не мое дело, что они делают в интернете, я учитель в рамках школы и не буду там кривить душой из-за того, что они там что-то сделали, что-то запостили. То есть я понял, что лучше выбрать пофигизм вне школы, потому что это просто безопаснее для меня, как для учителя и для моей карьеры. Ну вот мне, например, как ученику кажется, что все должно быть как бы равно, что и у учителя есть своя личная жизнь. И вот если это все за пределами школы, где-то в социальных сетях, то почему бы и нет? Человек отдыхает, человек проводит как-то свое личное время, и личное, ну как бы я понимаю, с одной стороны, личное не публичное, а с другой стороны, ну, захотелось поделиться с людьми вот тем, что он там, я не знаю, поехал отдохнуть на пляж куда-нибудь там в Турцию. Ну и что? И вот то же самое с учениками, что вот пошли они на дискотеку, ну и как бы ладно. Это же он не дискотеку в школе устроил и там, я не знаю, запостил это все, и после этого забыл за собой убрать. А это было где-то там, за калиткой. Ну я вот считаю, что как бы я вне школы не лезу в личную жизнь своих учеников и ожидаю равного ответа с их стороны. То есть я считаю, что здесь должен быть какой-то просто моральный договор между учениками и учителями, что мы понимаем, что у каждого из нас есть личная жизнь, личные интересы и все остальное, но мы как бы должны понимающе к этому относиться и не лезть, не переходить какую-то границу, такую невидимую, чувствовать ее и не переходить. Я осмелился ввести новую рубрику, по крайней мере, внутри этой передачи. Вопрос от класса. 8 Е передавал огромный привет, так же, как и мы передаем привет 8 Е, здравствуйте, и всем остальным. А вопрос был такой, они много задавали, начиная от ржавого корыта и заканчивая, в общем, другими уже внутриклассными вещами. Но один вопрос мне показался интересным. Можете ли вы сравнить свое ощущение относительно обучения в основной школе и в гимназии? Вот в чем разница, где вам больше нравилось? Может быть, почувствовали какую-то трансформацию в себе в гимназии? То есть какие-то такие вещи интересуют учеников? Ну, я вот вообще, на самом деле, не совру, что наша гимназия для меня была сложнее, чем бакалавриат исторического факультета. То есть наша гимназия на очень высоком уровне по качеству преподавания, по глубине материала, и мне реально было очень трудно закончить ее на серебряную медаль, и это реально на самом деле является большим достижением, закончить школу на медаль. Конкретно у нас, не знаю, как в других школах, я, конечно же, не учился, не могу говорить, и... Ну вот, конечно, смешно вот этот форс про ржавое корыто, конечно, имеется в виду моя машина, вот, но это такое, типа, дружеский подкол, конечно же, поэтому сколько машин у них, а сколько у меня, поэтому я на такое не обижаюсь. А вообще, конечно же, гимназия — это абсолютно другой вайб, это другая атмосфера, это больше самостоятельность, это более какие-то глубокие классные отношения с учителями. Это вот понимание со стороны учителей, что вот наконец-таки они выросли, и они вот становятся людьми, с ними можно общаться. Это вот, например, 12 класс, это очень такой абстрактный класс, потому что тебе вроде бы уже есть 18 лет, у тебя может быть машина, ты можешь на машине приехать в школу, но ты должен все равно сделать домашнее задание, а потом пойти на работу, зарабатывать себе деньги на отдых там в Италии. Поэтому 12 класс реально был очень абстрактным, но при этом тяжелым и интересным. Конечно же, гимназия круче, чем основная школа. Спасибо, да. Ученики услышат это. Так, тогда у меня еще один вопрос.
который меня интересует самого. Я, в принципе, составляя вопросы, думал о том, что мне было бы интересно с вами обсудить и самому подумать на эту тему. Как известно, есть некие метрики, которые позволяют определить качество образования. Одна из них такая самая известная, распиаренная, насколько она там авторитетная в мире, я не знаю, не изучал, не было интереса. Но, в общем, тест ПИЗа для учителей, в принципе, звучит. То есть мы все знаем, что это проходит, что ученики там борются, и мы все знаем, что Эстония по вот этим тестам, очень высоко. Там 5-е место, 6-е место, в каких-то областях там 2-е место, то есть довольно высоко. Оглядываясь на учебный процесс в основной школе, потому что этот тест направлен на учеников основной школы, я, честно говоря, откровенно говоря, не понимаю, почему мы так высоко. То есть средняя температура по больнице, да, средняя температура, среднее значение, которое по Эстонии получается, они настолько хороши, что мы занимаем такие места, хотя мне казалось бы, что еще очень много нужно сделать, чтобы быть где-то высоко, сравнивая с какими-то, в моем представлении, какие-то развитые страны, которые уделяют внимание этому образованию в большей степени. Я не говорю, что мы не уделяем, но просто всегда есть какие-то позитивные примеры, о которых, возможно, мы негативные не слышим, но позитивные мы слышим. Вот с вашей позиции у меня в связи с этим два вопроса. Как вы думаете, почему это так? Почему Эстония все-таки на таком высоком месте, там 5-е, 7-е, там 6-е, 3-е место? А второй вопрос, там проверяется 3 категории фактически, 4. Одна из них это математика, математические там умение применять формулы, там природа, естественно, научное направление. Третье – это чтение, функциональное чтение, насколько человек вообще понимает текст и умеет с ним работать. Четвертое, таким впрямую не проверяется, но побочно – это дигиграмотность, использование дигитальных технологий для того, чтобы найти информацию, там, ее использовать, там, переместить, каким-то таким образом. Второй вопрос был такой: если бы, как вы думаете, естественно, это только ваше мнение, если бы такая категория была бы еще про гуманитарные науки, прямую, или про историю, если вы конкретизировать, каковы были бы результаты? Насколько вы считаете, гуманитарные науки в Эстонии развиты и хорошо преподаются, воспринимаются учениками, чтобы показать высокий результат? Знаете, я думаю, я свой ответ должен начать с того, что у меня, во-первых, нету компетенции говорить на такие тяжелые понятно, темы. Да. У меня нету достаточно большого багажа опыта, чтобы сравнивать со многими школами. То есть я вот приведу пример, что даже, например, у нас не так много университетов, и вот у нас, по сути, 2 главных университета, которые преподают историю, это Таллинский и Тартуский, и даже вот внутри высшего образования все равно говорят, что, например, Таллинский лучше с точки зрения работы с первоисточниками, то есть с примарными источниками, а Тартуский больше со стороны теории и теоретических знаний. Поэтому я думаю, что когда мы говорим даже о уровне школы, одна школа от другой очень сильно отличается. Да, у нас есть репрезентативная выборка этого исследования, что мы берем огромное количество школ, которые все-таки делают общую температуру по больнице более достоверной. Я вот тоже все время сильно удивлялся, вот почему мы занимаем такие высокие места, потому что я смотрел на своих одноклассников, я вообще очень часто допускаю такую ошибку, что я сужу по себе и думаю, что это все остальные как я, но на самом-то деле есть огромное количество людей, которые ниже моего уровня. Про это тоже нужно держать в уме. Я просто, я себе это объясняю так, что у нас все-таки уровень образования не так сильно упрощался, как упрощается в других странах, и не так сильно происходит вот эта геймификация. И я думаю, что у нас еще не произошло вот этой быстрой геймификации образования, когда все это переводится в какие-то игры. Но опять же, я думаю, что я знаю о дидактических науках, когда я только на первом курсе, на первом полугодии даже магистратуры педагогических наук. Поэтому я думаю, что просто у нас большая борьба, чтобы качество и глубина программы не понижалось, поэтому мы все равно держимся в первой половине списка. Я тут тоже прокомментирую, потому что для меня вроде бы тоже, вернее так, для меня это вообще непонятное явление. Потому что если я сравниваю учебные программы, не знаю, возьму российский любой учебник, то там намного глубже. И почему естественно, научное направление, они там 30-е, 20-е, а мы там 2-е, 3-е, мне совершенно непонятно. То есть то ли строится тестирование таким образом, что немножко по-другому подходы. Это правда, там задания несложные, и, вероятно, с этим связано, что умение вычитать нужную информацию, ее как-то трансформировать, в этом причина. Представить ее в каком-то виде, который именно проверяется. Да. Возможно, в этом причина, но мне это очень, Ну вот смотрите, на самом-то деле вы затронули, например, реальные предметы в российских школах, и действительно там программа в реальных предметов, она действительно на уровне выше, на уровне сложнее. Но если говорить, например, о той же истории, отвечая на вторую часть вашего вопроса, я все-таки считаю то, что наша программа по истории для меня как историка и человека, который очень на самом-то деле за такой широкий подход, то есть есть такое понятие, как глобальная история, когда мы изучаем не
локально какое-то событие, а смотрим, как оно повлияло сразу же на весь континент или сразу же на весь земной шар. И у нас все-таки программа по истории, она очень широкая. Она, особенно история, например, 20 века и история, ну, там, средневековья. Потому что все-таки в российской программе, там я смотрел, например, ЕГЭ 12 класса, это полностью чистая история России. То есть это история России и то, с кем соприкасалась Россия и с другими государствами. У нас все-таки мы говорим об американской истории очень много, мы говорим много о колониализме, мы говорим о глобальных событиях, о каких-то кризисах 20 века с разных перспектив. И поэтому у нас вот именно, если был бы тест ПИЗа, и он был бы конкретно на широкую историю, а не локальную местную, то мы бы на самом-то деле бы очень хорошо бы отвечали. Если мы возьмем такого хорошиста-четверочника, то он бы по общей глобальной истории бы отвечал бы гораздо лучше, чем российский школьник, потому что он был бы заточен конкретно на узкую российскую, ну, узкую, понятное дело, что широкую, но в глобальном контексте вот на конкретно события российской истории. А у нас именно прям разбираются очень широкие события. Понятно, спасибо. Все, тогда переходим к блиц-вопросу. Давай, блиц, я люблю блиц. Давайте. Итак, тогда, получается, первый наш блиц-вопрос, это вот, как уже вот это по традиции повелось, про ваши 3 любимых фильма, книги и сериалы. И, наконец-таки, у меня есть возможность высказаться, потому что я огромный фанат кинематографа. И, наверное, я вот буквально позавчера смотрел там один из последних фильмов Уэса Андерсона. Вообще, Уэс Андерсон, ну вот он известен по, например, «Отель Гранд Будапешт». Прекрасный фильм, смешной и эстетически очень красиво снят. То есть абсолютно, мне кажется, любую сцену из этого фильма можно использовать как обои на компьютере или телефоне, потому что то, как снимает Уэс Андерсон, это очень цветасто. И если, например, можно было бы театр перенести в формат кинематографа, это был бы Уэс Андерсон, потому что это ломание четвертой стены, это зритель как четвертая стена, это в прямом эфире у нас меняются декорации, взлетают, улетают, меняются прямой кадр абсолютно, красивая симметрия кадра, цветокоррекция. То есть вот Уэс Андерсон, у него фильмов немного, но каждый из них очень хороший. Они приседают иногда по сюжету, особенно последние, но вот с точки зрения эстетического кино, с красивой картинки, Уэс Андерсон один из моих, ну, самый любимый режиссер. Если говорить о каких-то конкретных фильмах, я на самом деле смотрю огромное количество кино. Наверное, я бы назвал бы из такого, что вот прям меня реально удивило, приятно удивило, какой-то глоток свежего воздуха. Это, наверное, во-первых, это фильм «Треугольник печали», потому что это фильм с кучей плот-твистов, с очень такой классной иронией судьбы, с аллегорией на современное общество, на социальное неравенство. Я думаю, что этот фильм очень незаслуженно непопулярный в широких кругах. То есть очень известны, например, «Паразиты», но при этом все говорят: о, да, там красиво вот этот символизм, что ты из низов с нулевого этажа поднимаешься на холм, где живут богатые, вот этот вопрос корейского кинематографа, что постоянный вопрос социального неравенства. А вот «Треугольник печали» — это такой через какие-то метафоры, очень классная аллегория на неравенство в обществе. Вторым бы фильмом я бы назвал бы... Тут надо подумать, на самом-то деле. Вот очень трудно. Ну, я очень все это сильно не люблю, потому что Вы же только что я не сказали, могу, это ваше любимое. нет, я это очень сильно люблю, но при этом мне очень трудно выбрать что-то одно конкретное. Я очень сильно люблю психологические триллеры, и я бы назвал бы вторым фильмом после «Треугольника печали», я бы назвал бы «Пленницы», потому что это очень классный детектив с хорошим любимым актером Джейком Джилленхолом, который реально держит в напряжении на протяжении всего фильма, и фильм вообще долгий, 2,5 часа. Наверное, из последнего, что бы я назвал бы, из того, что меня реально удивило, это, наверное, «Малхолланд Драйв». Я, когда посмотрел этот фильм от Дэвида Линча, он меня тоже очень сильно поразил. На самом деле, огромное количество фильмов ужасов, ну, например, там есть... Я очень сильно люблю Гая Ричи. Вот все, что снимает последняя Гая Ричи, вот у него есть четкая формула такого британского бандитизма, и он снимает это прекрасно. Он уже отработал это на фильме «Снэч», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и все остальное. И это очень круто. Из сериалов я думаю, что я обязательно назову «Игру престолов». Я большой фанат «Игры престолов». Я обязательно назову сериал «Как я встретил вашу маму». Это отличный ситком. И по сравнению с «Друзьями», вот все очень сильно любят «Друзей», но я обожаю «Как я встретил вашу маму», потому что там есть эпизоды, которые затрагивают очень важные жизненные темы. Смерть близкого родственника, расставание, проблемы после расставания, эмоциональный багаж, как с этим всем жить, потеря работы, потеря друзей.
И на самом-то деле, вот как раз-таки «Как я встретил вашу маму» — это отличный ситком, который поднимает настроение, но при этом может научить чему-то очень хорошему через какие-то сюрреалистичные ситуации. И, наверное, третьим я выбрал бы такой свой сериал «Сверхъестественно», потому что это вот единственный сериал, который я пересматривал там 2-3 раза до 10-12 сезона. И это вот мой такой прям комфортный сериал, который можно включить и посмотреть. Сразу куча серий. И, наверное, вот то, что достойно упоминания, это «Во все тяжкие». И к своему стыду, наверное, я «Во все тяжкие» не досмотрел, потому что настолько была эмоционально тяжелая ситуация под конец сезона последнего, что я просто не выдержал, и я не мог смотреть на страдания Джесси Пинкмана, то, как его мотает жизнь. Я просто не досмотрел, потому что мне этот сериал начал просто приносить только депрессию. Немножко спойлеров было про страдания Джесси. По-моему, там Ну да, тоже. Джесси Пинкман страдает на протяжении всего сериала, на протяжении поэтому всего сериала. это вообще не спойлер. Это как сказать, то, что в «Игре престолов» кто-то умирает. Ну, то есть это абсолютно Ну да, тоже тебе никакой информации не дает. Поэтому да, достойное упоминание это будет как раз-таки «Во все тяжкие». Я очень, да, действительно, я очень сильно люблю смотреть кино, мне оно нравится. Я считаю то, что вот сила в жизненном опыте. И если ты много читаешь книг или смотришь кино, у тебя появляется много жизненных примеров и ситуаций, через которые ты можешь чему-то научиться и стать гораздо мудрее в раннем возрасте, чем люди, которые кино или книги не читают, и в принципе в своей жизни у них происходит мало каких-то отношений с людьми, каких-то событий, потому что ты либо учишься на собственном опыте, да, как говорится, да, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. И вот возможность кино и книг прекрасная в том, что ты можешь реально стать мудрее, смотря кино и правильное кино. Поэтому смотрите правильное кино, И наш изучайте историю, обязательно смотрите наш подкаст, потому что там много хороших советов, какое кино посмотреть. А вот наш с вами рождественский выпуск подходит к концу. Увидимся с вами уже в следующем году. И следующий выпуск у нас с вами заснимет чисто ученическое представительство нашей школы без меня. Поэтому посмотрим на динамику, посмотрим, как вы встретите наших УПшников. Поэтому огромное спасибо Леониду Николаевичу и Алексею Сину за то, что были интервьюерами меня, что вам было интересно все это слушать. Прекрасных праздников, Рождества, Нового года и всего остального. Всем Увидимся. до свидания. Махаем, улыбаемся и машем.